Татарлар кайдан килсәләр дә, татарлар бер кайчан да бүләксез килмиләр. Һәм шуның белән бергә, әгәр татар кунакка кабул итсә дә, ул үзенең соңгы күлмәген сата, ләкин кунагын әйбәтләп кабул итә һәм дә кунак итә белә. Шуңа күрә дә без буш килмәдек, без дә махсус бүләкләребезне алып килдек. Һәм шуның белән бергә мин үзебезнең Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының рәхмәт хатларын тапшырып киләсем килә. Ул да булса безнең иң актив милләттәшләребезгә. Беренчедән, мин текстын укыйм, ул текстлар безнең барыбызның кадәр бер үк төсле. Казанские татары Сибири, Урала и Поволжья, и крымские татары — это два братских народа, которых связывает общая история. И мы должны во всей своей деятельности максимально находить общие контакты и быть одним единым целым. Заявление бeraber Kırım Milli Meclis adından küçük bir hediye olarak bu sizin tanıtımlı bayramınıza Kırım Tatar milletinin ve Kırım Yarımadası'nın tarihi Valeri Vazir'in 4 kısımlı kitabı. Hayırlı olsun Elmer Bey, size de size hayırlı olsun. Çok sağ olun. Иногда не обязательно знать язык, на котором говорит каждый из нас, но нужно уметь чувствовать. Чувствовать душой, чувствовать сердцем и понимать, что наше достоинство, наше богатство — это наша многонациональная страна, наш многонациональный Крым, на территории которой живет более 130 национальностей. И есть малые, есть большие организации, но все они объединены единым началом, все живут под голубым крымским небом. Огромное спасибо всем, кто сегодня приехал сюда из разных уголков нашей страны, из Татарстана. Спасибо большое, что вы с нами. 20 лет очень серьезной, напряженной, интересной работы. Хотя бы уже потому, что на это время пришлось становление Украины как независимого государства. На эти годы пришлось определение и обретение Крымом своей автономии. В эти годы проходили очень сложные, подчас противоречивые общественные, политические процессы. И во всех этих делах, во всей этой жизни активное участие принимали наши соотечественники, которые очень много вносили от своего понимания своего места в общей структуре, в такой пестрой палитре организации российских соотечественников. Я думаю, что без национально-культурного центра «Идель» вся наша структура пророссийских организаций была бы неполной и недостаточной.